Внедрять. Скажи, вот ты когда в Якутии, там на морозе, Вот это наша тема. что вы там конкретно, ну кроме беленького что-то было? Спирт. Спирт продавался в магазине, назывался спирт питьевой. Стоил он 9 рублей 09 копеек. Сколько? Бутылка Литр или? 0,5 литра. Это дорого. Как дорого? 9 рублей. 9 рублей Бутылка водки-то. 0,9 копеек. Это Да, же еще но дороже. бутылка водки стоила там трешку, да? Да, но водка 40 градусов, а спирт 95. Ты можешь взять спирт, развести пополам. У тебя получается уже 2 бутылки за 4,50 А что, люди пили спирт там? из горла. Я сам пытался. И? И ничего не сгорел. А коньяк там был просто? Коньяк был очень редко. То есть, Коньяк стоил... Ой, коньяк, ты знаешь, какая система там была? Там же все снабжали. это год какой? 71-й, 72-й? Сейчас скажу. Это год... Подожди, это год 75-й. Или нет? Институт как он закончился? 75-й. Точно. А я все сплошну. Хорошо. Это 75-й год. Значит, в Якутии все завозили через речку. Значит, в Тиксе, знаешь Тиксе? Да. В Тиксе разгружали огромные пароходы. И по северным рекам двигались грузовики. Они и прям с Ледовитого океана заходили. Да, уже не совсем там замерзало, его Да, там разбивали. да. Так вот, значит, летом проехать было невозможно, а зимой речки замерзали, их расчищали бульдозерами, и по ним ехали машины и развозили. Удобно? всё. Удобно. Не было так, чтобы проваливались там? Нет, никто не проваливался. Продукты завозить только зимой. Правильно, Светик, ты как будто там была. А чего летом не завести? Летом дорог нету, дорог А, летом они еще испортиться могут. А зимой это... Не, Дорог нету. Миш. Там же Да. Там вечная мерзлота. Это знаешь, что такое? Да. Полметра, там метров грунт. Бывает и до 2. Вот. Да. Ну ты там не был где до 2-то, ты там в тепле был относительно. Ну, я был сын начальника, я был в тепле, но работал-то я строил объекты прям вот в этом, как-то филд этот. В мерзлоте. Ну ты в мерзлоту прямо не надо, ты значит, райком в мерзлоту значит, устроил, ты скажи. Так, ну хорошо, объясняю для тех, кто не знает, что такое стройка. Да, объясни. А мерзлоту, наверное, взрывает просто. Света, дай его человеку рассказать. Света, Правильно? нет, неправильно, двойка тебе. Значит, объясняю. Значит, они бурят, чтобы опустить сваю. Свая должна упереться в Земля. материковую. Может быть метр, может быть 2, может быть 3. Как только свая пройдет через мерзлоту и упрется, В теплый грунт. да, она торчит, ее разбивает и делается типа, то есть таких свай набивает и делают Да. площадку. Вот эту площадку делают на сваях, которые могут быть в одном месте разные. И реально держится? Да, и реально держатся, потому что уже нет. А чем плохая мерзлота? Она может сегодня замерзнуть, завтра оттаять. И начинает дом вот так вот двигаться. Ну да. А если свая прошла мерзлоту, Да. то ее уже не Ты волнует. скажи, вот народ, который на стройке там был. Ну понятно, что пьют, понятно, что там Нет, там, кстати, в Якутии очень мало пьют. мало пьют. Хорошо. Вот Боятся. те, кто пьет. Мало пьют. практически Замерзнуть не пьют. боятся, или? Да. Если ты упал Да. на снег, Да. через полчаса Всё, все, отморозил себе бубенцы. Нормально. В общем, короче, вот народ, люди, которые там жили, они любили родину. Они вот за советскую власть так пошли бы, ну, в бой. Да. Во-первых, советская власть им платила большие деньги, и им было выгодно попасть в Якутию, потому что в Якутию еще не так просто было попасть. Если ты из больших городов, то тебе давали бронь на квартиру, и с тобой заключали договор на 3 года. Давали тебе командировочные, То есть- оплачивали дорогу. То есть не отнимали твою московскую квартиру, а ты просто ехал. Да. Еще не каждый попадал туда по блату. Я лично попал туда по блату, потому что у папаши был блат, и было такое объединение Якут золото. Так. Да. Якут золото, они не только забывали золото, они еще строили рудники, они обустраивали квартиры для рабочих. Они... Так что тогда евреев брали? Мало, но брали, в основном начальников. Ты смотри, Да. где золото. Так, Я, хорошо. кстати, золото ни разу, я там 3 года работал, ни разу и не видел. Да Наоборот. Так, давай если потому ты на свободе. Да, между прочим, если ты золото там найдешь, то лучше его закопать, потому что тебя найдут и посадят точно. Причем, оказывается, у каждого золота есть свой, типа, как вот знаешь, у компьютера. Мазерборд. Есть свой IP. Проба, блин.
IP, то есть каждое золото находится в своем определенном месте. И если ты золото берешь в лабораторию, то они точно знают, в каком месте это золото добыто. Ну так а ты как бы это, ты А заскакиваешь. бриллианты там эти в Алмазы. Якутии-то? Это же там же как-то тут кимберлитовая трубка. Ой, почему вы не читаете мой первый том, «Якутские рассказы»? Там все написано. Про кимберлитовую трубку? Рекламная пауза. Ну там прилично все написано. Литмир. Литмир, да. Да, так что? Значит, кстати, вот этот самый алмазы нашли какой-то бывший зэк, который бежал с... Беглый зэк. Беглый зэк, инженер. Совершенно случайно нашел этот самый... Зэк-инженер, это этот смешно. алмаз, он был такой синей глине. Да. Эта синяя глина, поскольку он это учил, была похожа в южноафриканской, где вот находили южноафриканские Да. алмазы. Одной был самой первой копией. Да. То же самое нашли в Якутии. И на этом месте возник город Мирный. Мгм. В Мирном разрыли дыру, метров, наверное, километр в ширину, а туда, наверное, где-то километра 3. Вау. Да. И там, значит, находили эта синяя глина, кимберлитовая порода. Да. Это трубка, просто Да. трубка, потому что трубка. Да. А, Света? На 3 километра? Да. Трубка на 3 километра? Копали не экскаватором, а ходил этот самый, есть такой грейферный экскаватор, который копает. Как Я смотрю, вообще вы ничего не слепая знаете. лошадь у него. Да, правильно, у него огромный этот ковш, и он копает по кругу. Мгм. И вот он копает, они эту грунт. Слушай, а земля, если мерзлая, ее же фиг выкопаешь даже экскаватором, она же как камень. Она мерзлая сверху, она тут же растекается. Да. Там же вода. А по периметру с автоматами стоят. По Педрин. Ну это как водится. Да. Ну а как же, иначе все же всю страну Да, разворачивают. да. А так не разворовали. Ну так нечего было. Ну, воровать. например, я вот был на Драге, мы строили поселок, а рядом была Драга. Друзья, Драга — это где моют золото. Да, такая, да. Значит, там были такие специальные комнаты, где люди заходили туда, переодевались, одевали резиновые, такие как у которые плавают под водой. Нет. Аквалангисты, резиновые костюмы, шла порода, они стояли со шлангами, всю эту породу разбивали, Ой, камни Так. туда, вода А туда. как же холодно, если там 50 градусов мороза? Как они стоят водой все это дело? там сезон, там не круглый. Ну, правильно, там летом плюс 40, зимой минус 40. Весна месяц и осень месяц. Так а в какое время года они? Все равно в какой год. Они же отапливают это помещение. Драга, это как бы дом такой на гусеницах, Мгм. огромный. А Вот. слово драг тянуть. Точно. Портновский, а я тогда и не знал. Ну. Да, так Я вот. уже и И вдруг появилась мафия, которая стала воровать это золото. И золото нашли где-то то ли в Средней Азии, то ли не знаю где-то. Короче, а поскольку, как я говорил, что золото есть это IP, Помечено. то сразу вычислили это месторождение. Откуда я знаю, там, значит, мой отец был начальник строительного управления, и их там было человек 6 начальников. Значит, начальник Драги, начальник милиции, начальник этого местного КГБ, И начальник управления. и начальник да, это 5 этих пацанов там бухали Делили постоянно. И там. они вместе пили. Да, они там вместе Делили, пили. делили. Да. Не-не-не, ничего не делили. А еще начальник продмага. Просто Один он продмаг рассказывал, на весь Якут. рассказывал, что вот этот чекист, когда подопьет, какие-то нюансы рассказывал. Я говорю, да, интересно слушать. Он говорит, что после того, как золото... Вообще, а твой папашка, начальник управления, тоже там сидел в Якутии? Или он сидел все-таки в Москве в Ты управлении? что, тогда не работали онлайн, Света. Папаша там сидел, как и все. Ну, Света, не перебивай. Нет, Так что, подожди, ну, управление пожалуйста. же в Москве находится? Нет. Там на Там месте. уж Не перебивай. управление. Дальше что? Объединение Якут золото Мгм. находится в Якутии. Окей. В нем есть несколько строительных управлений, которые строят Я там. поняла, да. да, он начал. Ну. И вот он рассказывает, что, значит, как только нашли золото, нет, нашли не в Казахстане, а нашли в Дагестане, это золото. И после этого был негласный приказ кавказцев не брать на работу на эту Драгу. А оказывается, потом вычислили, как они воровали. Да. Они специально в сапогах прорезали отверстия и ходили, там когда намывается, золото есть на этой металлической площадке, они ходили по нему, втаптывали его, а потом, когда снимали сапоги, их когда мыли, то это золото вытаскивали. Целое дело было, ты что? Об этом никто не знал, потому что их быстренько собрали, посадили, после этого на работу кавказцев не брали. Ну, И я так все это слушаю, думаю, бля, золото все тырят, о.
Че, Мамочка? Ну, а сам вот ты так вот ходишь, как дурак с мытой шеей. А сам боюсь взять, потому что мгновенно посадят. Ну, При- но при- тебя- при начале тебе КГБ. и не предлагали же. Мне не предлагали. У меня, знаешь, был случай. Страх победил жадность. У меня был случай такой. Мы Так, сидели, пили. Был такой, у меня там типа кореша, третий секретарь ЦК комсомола, якут. И вот однажды у нас была пьянка у него в коттедже. Все начальники жили в коттеджах, такие маленькие, вот такие, вот типа твоей беседки. Да, ну. И вот, значит, мы пьем, и там какой-то сидит еще якут, все пьют эту водку, закусывают рыбой. И я так подхожу. Рыба-то откуда? Рыба свежая, знаешь, такой. Из реки? Нет, рыба, как сказать, брали мороженую рыбу, строганина, вот. Подожди, рыба где плавала-то? Ну, подожди, ее поймали, заморозили. У вас там есть, было где поймать. Ну, летом же речка А, окей, работает, окей. да. Брали рыбу, замораживали, а потом делали из нее строганину. Да. Эту строганину делали маканину. Строганину макали в маканину и закусывали водку, коньяк, все, что было. Ну, то есть калорийно. Закусывали Так. холодной мороженой рыбой. Нормально? Сырой. Вот Нормально. так делали такие стружки. Раньше при царе называлась стружанина, а русские стали говорить строганина. При царе же не делали. Идет А нормально? солили ее или нет? Нет, сырая рыба, это суши. Ответь, идет нормально? Идет отлично. Только Главное на- не переесть. Да, главное Хорошо, не переесть, так потому что что она начинает размораживаться С в третьим желудке. секретарем-то чего? Да, так вот, значит, я говорю, что ты так сидишь такой грустный? Так слушай, ниже кости. Светочка, Нет, зачем железо с костями? Все, там мясо. В этой рыбе, Филе? ну вот, например, сик, баранатка, омуль. Там практически нет костей. Там даже нету очень маленький мочевой пузырь. Нет, у рыбы не мочевой пузырь. Какой пузырь? у рыбы? Легкие такие. Нет, не легкие. Пузырь у рыбы как называется? Воздушный. Два воздушных. Неважно. Так что? Короче, он такой маленький, что если эту рыбу глушишь в реке динамитом, она тонет, потому что тяжелая. Не выплывает. Да. Если ты глушишь этих карасей, они всплывают. Да. А якутская рыба не всплывает. Хорошо. Так что секретарь-то? Секретарь что-то не пьет, вернее, он не секретарь, это было все дело в коттедже секретаря. И он сидит такой, какой-то такой, насупивший. Я говорю, что ты, мол, такой грустный? Он говорит, смотри так на меня. А что, говорит, ты вывозишь наше золото и бриллианты? Я так говорю, какие золото и бриллианты? Я испугался сразу. Думаю, хрен его знает. Все-таки секретарь ЦК комсомола. Я говорю, ничего не брал. Он говорит, вы тут нас грабите, вывозите наше богатство. Я говорю, кто такой? Он говорит, этот мой секретарь комсомола, мой брат. А все же пьяные там уже, Да. секретари, комсомолки и комсомольцы. Я, значит, поднимаюсь, иду к этому секретарю, говорю, ты что, парень, у тебя какой-то придурок. Брат говорит, что я золото увожу. Я тут работаю, блин, минус 50, приехал из Москвы, такой мальчик паинька, а тут на меня еще, говорю, золото на меня повесить, сколько вы тут сами воруете. И я думал, сейчас секретарь скажет, да это мой брат, придурок. А он говорит, а зачем вы вывозите наше золото?